Исәнсез, кадерле дуслар! Эфирда Нани Инжелер тапшырының яңа чыгарылышы. Сегодня вместе с вами мы узнаем, как прошел конкурс рукоделия. Смотрите в программе. Готовы ли участницы конкурса доказать, что все татарочки трудолюбивы с детства? Я люблю рукоделие, потому что там надо стараться. Открываем тайны бабушкиных сундучков. Когда она была молодой, она вышивала вот это. Как за пару часов сделать подарок своими руками по в национальном стиле? Biz bugün Nani Inжелер белән бик матур кул эш эшләдек. После кулинарного конкурса татар кызы Нани Инжелер казалось, что наших участниц уже ничем не удивить. А тут такое! Разве можно остаться равнодушной к этой красоте? Узнав, что им самим предстоит рукодельничать, девочки не удивились и не расстроились. Напротив, даже обрадовались. Они абсолютно уверены в своих силах. Мне уверенность дает то, что я это люблю, и поэтому я все делаю уверенно. Я это люблю таким заниматься, и я все это делаю, поэтому уверена. И мне эта уверенность дает. Мне очень нравится это задание. Я люблю рукоделие, потому что там надо стараться, и я это люблю. Там всякие украшения есть. Можно делать, как ты хочешь, свою фантазию проявить. Поэтому я это люблю. Но одной только любви к рукоделию в этом случае будет недостаточно. Им предстоит проявить и фантазию, и усердие. Сегодня, под чутким руководством участниц общественного движения «Ак-Калфак», жемчужины сделают панно из фетра, тесьмы и страз. А вдохновлять их будет татарская кожаная мозаика. Это уникальный вид прикладного творчества, над которым столетия оказались невластны. Историки так и не выяснили год рождения кожаной мозаики. Первые найденные работы датированы XVIII веком, но татары обрабатывали кожу и раньше. И вдруг какому-то, теперь уже безымянному мастеру, пришла в голову гениальная идея создавать причудливые узоры из кусочков окрашенной кожи. Кожаная мозаика остается популярной и сегодня. Ее часто используют современные дизайнеры для создания коллекции одежды, сумок и обуви. Наши девочки пока не могут похвастаться таким мастерством, но опыт рукоделия у них уже есть. Камила Никонова сегодня пришла на конкурс с сумочкой ручной работы. Мы ее сделали с моей бабушкой. У нас оставалась ткань, и мы из нее сделали вот такую сумочку. Алсу Юсупова создает мягкие игрушки. Планирует и дальше совершенствовать свое мастерство. Я хожу на кружок шитья, и мне очень нравится шить там игрушки. Я уже сшила 9 игрушек, а моя будет 10-я, это куколка. И я очень люблю шить. И у каждой из них есть пример, на который можно равняться. Конкурс заставил вспомнить о содержимом бабушкиных сундуков. Оказалось, что там несметные богатства. Их берегут и передают по наследству. Иногда с гордостью демонстрируют публике. Я принесла вот такой вот фартук, которая моя бабушка была, когда молодой, она вышивала вот такие вот цветочки. И она сейчас вот вяжет вот такие носочки. И вот такие для стульчиков покрывалки. А вот эти, это подставка для самовара, чтобы он, не портил стол. И еще я помогала эти носочки моей бабушке шить. Bu kol işlerin menellerim şipkenler. Bir abim bu dünyada köpten gitti indi. Lakin onun işlerin biz bik saklap tutabız. Hem abimizni bir kışan da unutmayacağız.
А между тем работа кипит, на лишние разговоры нет времени. Девочки трудолюбивые и прилежные, как настоящие татарочки. В прошлой программе мы задавали вопрос о героине сказки Зухра Юлдыз. Какое задание получила девушка от злой мачехи? Пришло время на него ответить. Сказки о падчерице и злой мачехе есть у каждого народа. Можно вспомнить Золушку или Морозко. Зухра с утра до вечера была занята непосильной работой. И вот однажды мачеха велела наполнить водой бездонную бочку. Девушка подошла к реке, увидела в ней отражение звезды и вспомнила о своей бедной матери, по которой тосковала долгие годы. И вдруг случилось чудо. Зухра превратилась в яркую звездочку и наконец-то обрела долгожданную свободу. Она получила награду за свои терпение и трудолюбие, так что испокон веков татарский народ ценил эти женские качества. Финальный этап работы – пришить тесьму. Если что-то не получается, Ак-Калфак спешит на помощь. Мастерицы своими ученицами довольны. Схватывают, как говорится, на лету. Без бүгіннәне энжилер белән бик матур кул эш эшләдек. Кашпо кухняда эленеп тора торган. Кухняда эләргә могутлар үзләренең бүлмәләренә матур итеп элеп куярга, үзләренең эшләре, үз куллары белән эшләгән эшләренә сокланып карап тора алалар. Без уйлавыбыз буенча бик матур булып килеп чыкты. Кайсы бер балалар без биргән узорларга риза булмашы, үзләренекен куеп, үзләре эшләделәр. Без моны фетрдан тиктек. Фетрга татар орнаментлары ябыштырып, матур ташлар белән бизәп эшләдек. Матур булып чыкты. Жюри соглашается, девочки достойны самых высоких оценок. Бүгінгі кул эше бәйгесендә балаларыбыз татар халкының иң борынгы сәнгать кул эше мирасына кагылып киттеләр. Шулай булуына карамастан, алар үзләренең сәләтен күрсәтеп, бик матур эшләр эшләделәр һәм үзебезнең бизәкләрне төсләрен туры китереп, матур итеп эшләделәр. Һәм кулларыннан килгәнчә эшләре мактауга лаек. Оказалось, рукоделие – это не только способ скоротать время, но еще и возможность открыть в себе новые таланты, создать в доме неповторимый уют и подарить своим близким радость. На уроках рукоделия они знакомятся не только с татарской культурой, не с татарскими орнаментами. Они приобретают навыки шитья, вязания, вышивания. А это маленькой девочке, а в будущем уже хозяйке большого дома необходимо, потому что в семье обязательно все должны уметь и вышивать, и шить, и вязать, и заплатки накладывать. Поэтому то, как они будут умело владеть иглой, крючком, спицами, будет, наверное, зависеть теплота будущего дома, потому что украшать свой дом, делать из него уютное гнездышко должна каждая девушка. Этап рукоделия стал одним из самых ярких, интересных и поучительных. Но до финала пока далеко. Конкурс «Нани Энжилер» продолжается. Безнең кызлар унганнар, сезнең дә үзегезнең татар әкиятләрен белүегезне һәм яратуыгызны избатларга мөмкинлегегез бар. А для этого нужно ответить на вопрос, почему смелый Сандухаш, героиня одной из самых любимых татарских сказок, пришлось стать во главе войска. Свои версии вы можете размещать прямо под видео программы в нашей группе ВКонтакте. Тот, кто будет первым, получит приз, а правильный ответ вы узнаете в нашей следующей программе ровно через неделю. И сенсау балахас!